В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». С 1 октября в 85 субъектах России стартовал осенний призыв в армию. Согласно указа президента страны Владимира Путина, в течение 2 месяцев вооруженные силы должны призвать 132,5 тысячи человек. Военкоматы Восточного военного округа призовут и отправят в войска около 8 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири в рамках осенней призывной кампании. О том, как призыв начался в Якутии, мы поговорим с гостем студии, начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Игорем Протасовым. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Как в целом началась призывная кампания? Сколько человек будет призвано в Якутии? Согласно указа президента, как вы сказали, и распоряжения главы Республики Саха-Якутия, с 1 числа у нас начался призыв. Начался он достаточно организованно. Собрались мы перед призывом на сборы, довели актуальную информацию до наших специалистов в районах. Значит, у нас призываться будет порядка 1100-1200 человек. Для нашего региона достаточно большое количество, если вы озвучили цифру 8 тысяч за все восточные военные комиссариаты. Уже у нас на сегодняшний день порядка 160 человек прошли комиссию. Из них большое количество было отправлено на дополнительное медицинское обследование. В результате мероприятия призыва порядка 20 человек призвано, но еще не отправлено. На сборный пункт люди начнут поступать где-то в 11-12 числа октября. И отправки мы планируем уже буквально с 20-х чисел и до конца декабря будем. Расскажите о том, откуда берутся эти цифры, вот что по России нужно призвать столько-то и от Дальнего Востока там столько-то. Я скажу так, что призыв на срочную службу с каждым годом уменьшается. И если вы помните, 5 лет назад мы призывали по 1800-1700 человек за период, то есть я имею в виду или за весну, или за осень. Сейчас он сокращается, этот объем. Сокращается он в первую очередь из-за того, что большое количество военнослужащих по контракту набирается в вооруженных силах. Люди служат достаточно хорошо, являются специалистами в своей очереди. Но для того, чтобы поддерживать нам именно мобилизационный ресурс, нам все равно нужна срочная служба. Все равно молодые люди будут призываться на военную службу. Цифры это берется в основном из-за процентного отношения количества призывников, вернее людей призывного возраста на территории субъекта. То есть, если у нас на территории субъекта порядка 20 тысяч таких граждан, вот 5% составляет эту цифру. Игорь Анатольевич, есть перечень районов Крайнего Севера, жители которых призываются только 1 раз в году. Какие это районы и актуален ли для них вот этот вот осенний призыв? Особой нагрузки они в осенний призыв не будут вести. Таких районов у нас 14, военкоматов 7, потому что у нас многие военкоматы объединены. Я могу зачитать. Можно перечислить районы. Да, перечислю на всякий случай. Это Алайховский, Абыйский, Булунский, Жиканский, Верхнеколымский, Верхоянский, Ивено-Батантыйский, Анабарский, Оленевский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Аймиконский, Момский, и Устьянский, естественно. Вот эти военкоматы призывать осенью не будут. Призывать они не будут на основании директивы Генерального штаба. То есть осенние призывы они не привлекаются, призывают раз в год весной. Как готов в этом году сборный призывной пункт и чем обеспечиваются новобранцы и как в целом проходит призыв? Сборный пункт в этом году подали мы, что готов. Есть ряд проблем, которые мы решаем, и в принципе с новым руководством, которое пришло у нас в республике. Они оказывают всестороннюю помощь, мы им за это очень сильно благодарны. Сейчас у нас стал вопрос очень тяжелый с отоплением, с утеплением. Потихонечку мы этот вопрос решили. Они нам помогли, мы этот вопрос закрыли. Здание деревянное, я ничего не скрываю. Естественно, оттайка и замерзание почвы играют свою роль, деформация происходит, она происходит постоянно и регулярно. Ремонт делали в прошлом году.
Но все равно деревянное здание несет свои нагрузки, и свои проблемы есть. А вопрос строительства нового уже каменного здания ставите? И есть ли какие-нибудь намеченные сроки? Да, мы ставим этот вопрос. Сроки пока до сих пор не указаны. Планировалось этой весной уже финансирование обсудить, но так этот вопрос и завис в воздухе. Ну, будем стараться. Видите, смена руководства произошла все равно. Новое руководство уже в курсе. Мы пытаемся в этом направлении работать. Они, я думаю, пойдут нам навстречу. А отсутствие нового здания какие проблемы создает? Ну, в первую очередь, в размещении людей. То есть мест не хватает? Не местность, но у нас есть такое понятие в вооруженных силах, как объем кубатуры воздуха, определенная на одного человека положенная. Если мы содержим на сборном пункте порядка 100-120 человек, у нас собирается в один день, так грубо говоря, то здание рассчитано максимум на 85 человек по кубатуре. И это определенную, конечно, нагрузку и определенные трудности для нас создает. А какая часть призывников проходит метасвидетельствование и каковы тенденции, если сравнивать с предыдущими годами? Как у нас ребята здоровее становятся? Я так скажу, что этот уровень из года в год падает. Ну, потому что мы не забываем, что все-таки определенные требования появились к здоровью призывников. То есть они ужесточились по сравнению с предыдущими годами? Достаточно ужесточились. Но не забываем, что средства диагностики тоже более усовершенствовались. То есть если раньше на какие-то вещи мы просто не могли проверить, то сейчас это все достаточно досконально проверяется и уже принимаются соответствующие решения в военно-врачебной комиссии. Как обстоят дела с призывом, если смотреть по отдельным городам Якутии, и где хуже обстоят дела с этими показателями? Наверное, нельзя говорить, что лучше или хуже. У нас, понимаете, есть муниципальное образование, где достаточно большое количество людей призывается. Соответственно, с них спрос больше. Допустим, городской округ, Якутск, считайте, 2 комиссии работают призывные, и призывают они больше половины всего как призывного контингента, если брать за всю республику. Мирный, у него 3 района в его состав входят, и тоже достаточно большое количество призывают. Нерюнгри. Естественно, к ним больше нареканий, хотя они объем больше выполняют. И так вот уже говорить, что там плохо или кто-то хорошо, нельзя. Все, в принципе, весной со своим заданием справились. Ту норму, которую нам определили, выполнили. И, в принципе, я им за это благодарен. Даже малонаселенные пункты Даже малонаселенные пункты, даже северные районы. И я им за это благодарен. Куда направляют в этом году якутян? Или это одни и те же военные части из года в год? Нет, части воинские меняются. То, что Восточный военный округ, это понятно. Далее молодые люди, попавшие в учебные подразделения Тихоокеанского флота или же в учебные подразделения Восточного военного округа, они после распределения могут попасть в другие регионы. Но все равно там согласие спрашивают, это достаточно такой кропотливый вопрос, и работают с ними психологи. Но в основном Восточный военный округ. Основная масса будет поступать в Хабаровский край, потому что основная часть воинских частей, все-таки, которых мы комплектуем, расположена там. Но все равно есть у нас и Амурская область, и Чита есть, и Улан-Удэ есть, и Владивосток. А вот эти военные части, они как отзываются о наших ребятах? Они довольны нашими призывниками? 90% наших призывников отвечают требованиям современных вооруженных сил. А в целом по России это хороший показатель? 90%? Это очень хороший показатель, очень хороший показатель. Наши молодые люди достаточно хорошо подготовлены к службе в армии, именно морально и физически. Может быть, где-то не хватает знаний, уровень образования где-то подкачивает, но именно моральная сторона, она очень хорошо. Это радует. Крайний север, видимо, делает свое дело. Летом этого года были внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Каковы основные эти изменения и кого они коснутся в первую очередь? Ну, основной момент, тут, конечно, добавилось еще одно основание для отсрочки. Это среднее профессиональное образование. Для нас это составит определенные трудности, то есть, соответственно, одна категория отпадет молодых людей, которые сейчас
проходят обучение в этих учреждениях. А военкоматы традиционно для того, чтобы знакомить будущих армейцев, проводят День призывника. Как они прошли в этом году в городах, в районах республики и сколько школьников приняло в них участие? Достаточно сложный вопрос для нас. Почему? Потому что на территории Якутии практически нет воинских частей. Как правило, День призывника более, по рекомендациям окружных специалистов, лучше проводить в воинских частях, чтобы молодые люди видели реальность, то, что действительно происходит, как кормят, как одевают, как обувают. У нас это трудности. То есть со слов человека, который служил, тяжело понять всю службу в вооруженных силах, все принципы этой службы. Но все равно мы привлекали ветеранов вооруженных сил для этих мероприятий, ветеранов внутренней службы, во внутренних войсках, в полиции, хотя там тоже своя специфика есть. Люди приходили, люди работали, ветеранов привлекали. Достаточно объемно эту информацию донесли до призывников, отзывы специалистов в школах, в учебных заведениях достаточно хорошие об этом мероприятии. Было привлечено, я сейчас назову цифры, до призывной молодежи 968 человек. Именно призывников из этой категории 603 человека. Родители принимали участие, это где-то порядка 350 человек. То есть, получается, вот эти вот мероприятия проходили исключительно в устные лекции, в виде устной лекции? Допустим, то, что проходило на базе учреждений Министерства внутренних дел, там была возможность показать молодым людям современное вооружение, технику, средства безопасности. Не все проходило в устных лекциях. Где-то в процентах 70-80 все-таки была возможность что-то показать людям. Игорь Анатольевич, завершая наш разговор, ваши пожелания призывникам и их родителям очень коротко. Первое пожелание все-таки такое, что служить нужно. Наша первая обязанность – это служение нашей Родине. И постараться свою обязанность выполнить перед своей Родиной. Научиться получить первоначальные знания в области обороны нашей страны. Хочу пожелать не бояться. Игорь Анатольевич, спасибо за беседу. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.